Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. По традиции, коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Во всех школах Абхазии прозвучал последний звонок. В этом году в школах республики 1889 выпускников. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба посетили республиканский реабилитационный центр в Гагре. В селе Лыхны Гудаутского района откроют новый зал для вольной борьбы. На сцене филармонии ярко завершился гастрольный тур по Абхазии эстрадно-фольклорного ансамбля «Марзакан». Двадцать 22 мая во всех школах Абхазии прозвучал последний звонок. В этом году в школах республики 1889 выпускников. Трое из них, а именно ученики Сухумской школы номер 10, претендуют на золотые медали. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил выпускников республики с окончанием школы. Сегодня вы стоите на пороге увлекательного пути к знаниям и самореализации. Этот рубеж символизирует начало нового жизненного этапа, полного возможностей для профессионального роста и личностного развития. Уверен, что каждый из вас найдет свое призвание, избрав достойный путь, который станет основой для будущих свершений на благо Абхазии, отмечается в поздравлении. Президент пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих силах и смелости в покорении вершин. Последний звонок прозвенел для 25 выпускников Гудаутской средней школы номер 1 имени Нестора Лакоба. Торжественную линейку посетил президент Бадра Гунба. Глава государства поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов. Последний звонок в школе – один из самых важных событий в жизни. И все выпускники ждут его с нетерпением. Позади веселые, незабываемые школьные годы, пора детства. Впереди дорога во взрослую и порой нелегкую жизнь. Настает ответственная пора, когда выпускникам придется самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу, выбирать свой профессиональный путь. В этот день звучат пожелания как детям, так и их родителям, а также слова благодарности учителям за их важный и ответственный труд. Ишхашмаштан, ишгвалашаршла, аджиба шидызбылыз арцуйца, пату акшцар джаба, ихолоту бас аамта, дарагукала, яхази грехайдыш зайгохо. Акырепсо арцуйца, ихапиам схуярхуна табу пашас стахук, инышгдзо аджибаза, абипара трацрейца адзара усакна, вот штехан кара пепш, аразко, Aziz boğaçar, zazo, harcuyça, şapkha, xorxot. Zigirey huamta, ехашарашта гыло. А школы нукзалаге, шарашгваца жан хуамта ныхалой. Иш зехище стахоп шизыги, ахчара дука, алцша бзека, аманшалара, апепш бзе, хенткара, аус, ахацгалара, азаган. 21 мая исполнился 161 год со дня окончания русско-кавказской войны, в результате которой в 19 веке тысячи абхазов покинули свою родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Вечером памятные мероприятия начались с шествия. Молодые люди с абхазскими и адыгскими флагами и факелами направились от площади имени Сергея Багапш к памятнику махаджирам на набережной. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава
премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Бислам Эшва, депутаты парламента, члены правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на историческую родину, представители общественности, студенты и школьники возложили цветы к памятнику махаджира. Затем участники акции зажгли костер и памятную свечу Ащамака, после чего в память о жертвах Кавказской войны спустили на воду венки. Кавказская война завершилась 21 мая 1864 года. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю. Многие из них погибли в пути. День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру 21 мая. Дахапазалаги, Хунткарас, Дастунукозалаги, Избановзер, Арехара, Турухов, Турух Дариудую, Хажлар, Абжи Харю, Рпсакана, Адуне Ялазпсыз, Усов, Ишевдуруевш, Харазы, Ари Рыцх Каратана год, Скуяна год, Апсожла, Рпсатанацы, а Турух Ханза Хвалашо, Арехтас Хаштраукцем. Скуяна год, Асепшико, Атурах, Водея, Алка Зоту, Апепш Хаураса, Азхуцра, Зоту подстуямш, Дачезныги, Асепшаудура, Кухажлар, Дуниханги, Тамгаларас. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба посетили отдел технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра в Гагре. Главврач центра Валерий Авицба рассказал о работе медучреждения, о проблемах, с которыми они сталкиваются при изготовлении протезов. В последние годы из-за санкций возникли трудности с приобретением расходных материалов. Вице-президент и премьер-министр пообещали, что выход из ситуации будет найден. Затем Беслан Бигвава и Владимир Делба пообщались с инвалидами Отечественной войны народа Абхазии, проходящими лечение в реабилитационном центре. Они отметили, что приехали по поручению президента. По словам Владимира Делба, главная задача сегодня – дать возможность инвалидам получать всю необходимую помощь на месте. Поручение дал президент, узнать, что с оборудованием, как вообще происходит процесс лечения. Сейчас мы получим от вас справку, вы нам дадите, посмотрим в этом направлении, где вам как помочь. Следующий этап уже будет, переговорим с арендаторами. Я думаю, в этом направлении, если мы будем двигаться и друг другу помогать, у нас что-то получится. Здесь очень много разных вопросов, которые надо решать. Социальные, бытовые, медицинские, имущественные, как я слышу. Я так полагаю, что все сразу в один день и за одну встречу, тем более на ногах, мы точно не Первый сможем шаг главное это сделать. Да. Цель нашей встречи сегодня – поручение главы государства приехать, посмотреть все, что от нас зависит по возможности государства, разумеется, поддержать. Самое главное – это здоровье человека. А в нашем случае здоровье инвалида войны – это важнейшая позиция. Врачи – это специалисты, те, на которых мы всегда опираемся. Что нужно в первую очередь? Что вам не хватает, чтобы инвалиды не перемещались с этой территории, а получали здесь медицинское исследование? Вот сегодня эта задача. Министр юстиции Анри Барциц принял участие в совещании министров юстиции в рамках 8-го Петербургского международного юридического форума. Совещание прошло под председательством министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко. В нем приняли участие главы юстиции 24 стран. Анри Барциц выступил с докладом на тему «Цифровая трансформация юстиции. От документа оборота к искусственному интеллекту». Цифровая трансформация в сфере юстиции – это уже не перспектива, а насущная необходимость, диктуемая временем и ожиданиями наших граждан. Мы переходим от традиционного документооборота к более комплексным системам, где главную ключевую роль начинают играть технологии искусственного интеллекта, автоматизация процессов
и межгосударственное цифровое взаимодействие. Прошу обратить на это внимание. Особо хочу подчеркнуть важность цифровизации именно в межгосударственном контексте. Как известно, сильный человек действует, а слабый надеется. Одна из наиболее острых запросов, с которой сталкиваются наши граждане, это необходимость оперативного получения юридически значимой информации из других стран, справок, подтверждений, решений судов. И здесь цифровые платформы, обеспечивающие электронный обмен данными между государствами, становятся не просто инструментом, а мостом, соединяющим правовые системы разных стран ради человека. Мы видим большой потенциал в развитии двухсторонних цифровых каналов обмена между государственными органами. И в этом контексте необходимо активно действовать. Особенно ценно это для стран, ранее входивших в состав Советского Союза, где у миллионов людей сохранились семейные, правовые и имущественные связи. Для таких государств, как Абхазия, внедрение межгосударственного электронного взаимодействия позволит гражданам получить нужные документы из других стран без необходимости личного присутствия, долгих запросов и бюрократизации. Представляется важным создание единых цифровых стандартов обмена правовой информации, разработать унифицированные протоколы, обеспечить юридическую значимость цифровых документов в разных юрисдикциях. В Абхазии мы делаем первые шаги к цифровой модернизации правовой системы. Изучаем передовой опыт, в том числе наших партнеров по постсоветскому пространству, и готовы к открытому сотрудничеству. Цель, господа, у нас общая – сделать юстицию ближе к человеку, независимо от границ и расстояний. Ну и закончить я хочу уже традиционно словами мудреца и философа Фазиля Абдуловича Искандер. Нет человечности без преодоления подлости, и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами, и ответственность за выбор тоже. Спасибо за внимание. Научно-исследовательский центр, Курчатовский институт и Академия наук Абхазии подписали соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве. Это совместно подготовленный и согласованный проект, который готовился больше года. Подписание документа состоялось в рамках важного для российско-абхазского научного сотрудничества совещания «Медицинская приматология. От советского наследия к технологическому обеспечению биоэкономики». Развитие тесного сотрудничества в сфере природоподобных технологий, исследований области теоретической физики, ядерной физики и ядерной медицины, а также в области социогуманитарных наук. Основные цели соглашения. Планируется финансирование совместных научных и инновационных проектов, а также учреждений в Республике Абхазия филиала Курчатовского института. Он весьма гармонично вписывается в контекст союзнических отношений России и Абхазии, особенно учитывая недавние весьма продуктивные, на мой взгляд, встречи наших президентов России и Абхазии. Соглашение станет основой взаимовыгодного сотрудничества между Академией наук Абхазии, ее институтами и известным во всем мире национальным исследовательским центром Курчатовским институтом. Повторюсь, повторяю, документ очень значим для развития науки в Абхазии. Он открывает для нас новые возможности в разных областях и направлениях. Эти области и направления прописаны в тексте соглашения. Я искренне благодарен глубоковажаемому Михаилу Валентиновичу Ковальчуку, который, собственно, и предложил идею договорных отношений между нашими организациями. Также благодарю всех тех, которые непосредственно работали над текстом соглашения. Конечно же, желаю каждой статьи текста нашего соглашения успешной реализации на благо науки и в Абхазии, и в России.
Надо понимать, что это независимое другое государство, Абхазия. Так же, как и все наши бывшие страны, республики, СНГ, все независимые государства. Мы уже отработали впервые в союзном государстве на Беларуси, затем дальше у нас Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Подписана целая серия соглашений, причем я их подписывал большей частью в присутствии президентов нашего и тех соответствующих государств. Это очень важно, потому что мы выработали систему. Например, в Беларуси было создано, что первое, мы утвердили стратегию, она утверждена союзным государством, двумя президентами, стратегию научно-технологического развития союзного государства. Раз. В данном случае мы тоже начали готовить программу сотрудничества двухстороннего Абхазии и России, да, через Курчатский институт Академию наук Абхазии. Вторая вещь, самый простой путь взаимодействия – это открытие филиала. Мы открыли уже десятки филиалов и по стране, и в частности в зарубежных государствах. Это значительно упрощает взаимодействие, потому что, открывая филиал, мы получаем возможность перевода туда денег, как свою структуру, и взятие на работу сотрудников, соответствующих людей, которые работают там. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия представляет Абхазию на международном форуме «Интермузей-2025». Она выступила в качестве спикера в открытой дискуссии «Просвещать и вовлекать», как и о чем разговаривают разные музеи с посетителями, где поделилась опытом своей деятельности в области культурно-просветительских проектов. Дискуссия с участием руководителей музеев из разных стран прошла 22 мая в Третьяковской галерее. Интермузей пользуется большой популярностью. В этом году форум собрал представителей из 29 стран. На него приехали 4500 человек из самых разных государств и регионов России. В селе Лыхны Гудаутского района приступили к строительству нового зала для вольной борьбы. В минувшие выходные президент в ходе своей поездки дал соответствующие указания. Специалисты обещают закончить все работы к 1 сентября. Шазина Ханагу расскажет подробнее. В селе Лыхны Гудаутского района откроют новый зал для вольной борьбы. Такое решение было принято в ходе поездки главы государства Бадры Гунба в район 18 мая текущего месяца. Уже 22 числа начались работы по расчистке выбранного помещения. Зал разместят в здании администрации села Лыхны. Сейчас идет расчистка всех помещений комплекса от мусора, демонтаж непригодных деревянных перекрытий, очистка стен. В ходе инспекционной поездки по Гудаутскому району президентом Бадрой Зурабовичем Гунба была поставлена задача в срок до 1 сентября текущего года провести работы по капитальному ремонту помещения, предназначенного для секции борьбы. Также было дано поручение по приведению в соответствие фасада исторического здания, а также полной замене всех оконных и дверных проемов. На текущий момент управление приступило к проведению капитального ремонта. Ведутся работы по полной уборке территории и помещений администрации. Составляется график производства работ для того, чтобы осуществить и выполнить все поручения в срок. Потребность в зале весьма большая, отмечает тренер Нарчоу Лазба. И дети, и тренеры ждут открытия зала с нетерпением. В случае большого наплыва юных спортсменов тренеры готовы работать в 2 смены. Село очень большое, много людей, желающих, родителей обращаются к нам. И мы приняли решение обратиться к президенту. Президент своевременно сделал все, что необходимо, все указания сдал. На сегодняшний день уже проводятся мероприятия по очистке и начинается в ближайшее время строительство нашего зала. Реакция была очень оперативная. Мы встретились один раз, и на месте президент принял решение, что залу быть, и мы этому очень рады. Большое спасибо главе государства нашего, очень оперативно среагировал. Конечно, мы рады этому. И, соответственно, здесь очень много будет детей.
И я думаю, до 100 человек, если надо будет, мы будем работать в 2 смены. Главное, чтобы дети были чем-то заняты, молодежь наша росла, и отвлечь от улицы, от всяких нехороших тем. Будем воспитывать молодежь в наших традициях вольной борьбы. Здание администрации входит в комплекс Лыхнашта, который на протяжении всей истории нашей Родины играл особую роль. Все этапы строительства будут согласованы с профильными структурами. В частности, первичные консультации уже проведены с Управлением историко-культурного наследия. На территории этого комплекса памятников историко-культурного назначения действительно проходили важные, исторически значимые для нашей страны события. И поэтому данный объект большого историко-культурного комплекса Лыхнашта ценен, объемы этого здания, они, конечно же, интересны. Мы в постоянном контакте со строительными, и все этапы работ согласованы и в точности, в общем-то говоря, проводятся. В планах у жителей Лыхны и открытие секции по занятию боксом. Сейчас этой возможности спортсмены лишены. На помощь пришел депутат парламента Аслан Лакоба, который предоставит боксерский ринг. Таким образом, в новом зале будут обучать как вольной борьбе, так и боксу. Хотелось бы, отметить тоже, что наши близкие друзья подарили боксерский ринг. Мы здесь 2 комплекса будем делать. Это борцовский зал для вольной борьбы и боксерский зал. 2 в одном. Места найдены, подходящие. И сегодня хотелось бы отметить особенно, что на протяжении 30 лет сегодня, что в селе Лыхни, что такой капитальный ремонт производится со стороны руководства Абхазии во главе нашего президента Бадры Гунбы, который приезжал на днях в город-герой Гудаута. У нас есть именно лыхненцы, тренер тоже лыхненский парень, 12 детишек, сегодня они у нас тренируются в городе Гудаута. Но мы также планируем, чтобы наши детишки тренировались в нашем селе. Все работы проводятся особо тщательно. За 30 лет здание пришло в запустение. Открытие в комплексе нового спортзала позволит развивать спорт не только в самом селе, но и в районе в целом. Сотрудники Государственного таможенного комитета продолжают мероприятия по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электросетям. Также ведется работа по пресечению ввоза на территорию республики наркотических и психотропных веществ. 19 мая 2025 года примерно в 16 часов 10 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками ОУР, ОВД по Ачамчирскому району в ходе реализации оперативной информации в селе Мук Ачамчирского района осмотрено нежилое помещение на приусадебном участке, где обнаружено и изъято 10 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. Проводится административное расследование в отношении гражданина Пачкоря. Так, 16 мая 2025 года примерно в 23 часа 45 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта таможенного поста ПСОЛ по направлению из Российской Федерации в сторону Республики Абхазии остановлен гражданин Сабеки. При личном досмотре указанного лица обнаружен и изъят бумажный сверток, в котором содержалось белое кристаллообразное вещество. Экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия установлено, что изъятым веществом является наркотическое средство метадон массой 1,198 грамм. Страновая конференция Организации российских соотечественников «Память Великой Победы. Фундамент дружбы и единства» открылась в Доме Москвы в Сухуми. В ней приняли участие 15 организаций со всех городов и районов Абхазии, за исключением Гала. Цель конференции – сохранение исторической правды, развитие гуманитарного диалога и воспитание молодежи в духе уважения к подвигу предков. А Элита Арутюнян расскажет детали.
Название конференции «Память Великой Победы. Фундамент дружбы и единства» говорит за себя. Мероприятие подчеркивает важность победы над фашизмом и ставит целью сохранения исторической правды и воспитания молодежи в духе уважения к подвигу предков. В конференции приняли участие представители посольства России, администрации президента, Кабинета министров, Общественной палаты Абхазии, Россотрудничества, Дома Москвы. Открыл конференцию посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он зачитал поздравления секретаря правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Геннадия Овечко. Важно, что эта встреча еще один шаг к объединению наших усилий в сбережении исторической правды, развитии гуманитарного диалога и воспитании молодежи в духе уважения к подвигу предков. Великая Победа не просто страница истории, но и прочная основа нашего совместного настоящего будущего. Мы, наследники победителей в Великой Отечественной войне, ответственны за сохранение преемственности поколений и противостояние попыткам исказить итоги Второй мировой войны. Российские соотечественники Абхазии вносят значительный вклад в дело укрепления взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами. Вы реализуете множество проектов, значимых для продвижения русского языка и культуры, укоренения традиционных духовно-нравственных ценностей. Среди почетных гостей вице-премьер правительства Враздат Минасян. В своем приветственном слове он отметил большую важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о вкладе наших соотечественников в дело Великой Победы. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти героическому подвигу, который стал символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе. Великая Победа – это не просто историческая дата, это священная память, которая живет в сердцах каждого из нас, передается из поколения в поколение, является нравственным ориентиром для будущего. Абхазский народ внес достойный вклад в дело победы. Наши отцы и деды сражались плечом к плечу с народами Советского Союза, проявляя героизм на полях сражений и самоотверженность в тылу. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и потрясениями, мы особенно ясно осознаем, память о победе объединяет. Сергей Шамба, глава политической партии «Единая Абхазия», поблагодарил Россотрудничество и Российскую Федерацию за проведенные мероприятия в преддверии праздника Великой Победы. Он подчеркнул, что мероприятия в честь 9 мая напоминают молодежи о подвиге ценою в жизнь. Это восстановление памятников, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны и другие мероприятия. Конечно, дружба и братство, которые скреплены кровью, они более прочные и вечные. Молодежь должна все-таки знать, вот время проходит, и, конечно, многие такие вещи забываются. И именно поэтому те мероприятия, которые проводились, и тот же «Вечный огонь», который распространяли по районам, и другие мероприятия, они как раз нацелены на то, чтобы молодежь не забывала о тех трагических и героических страницах нашего прошлого. Владимир Куликов, руководитель Россотрудничества в Абхазии, рассказал присутствующим о различных мероприятиях по поддержке соотечественников, которые проводятся представительством. В прошлом году мы как представительство поддержали проведение 6 мероприятий различной направленности и с довольно широкой географической разметкой. В этом году по линии ПКТСР мы также поддержали проведение историко-музыкального мероприятия, посвященного 185-летию со дня рождения Чайковского, которое, на наш взгляд, прошло достаточно успешно. Что нас очень радует, становится традиционным проведение мероприятий в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства. Председатель КСОРС Олег Юрченко зачитал отчетный доклад. В нем он обозначил достижения и рассказал о проделанной работе. Во-первых, мы провели 7 новогодних елок, новогодних утренников для детей-соотечественников в 6 городах страны. Восстановили несколько памятников. Село Царча, село Кутол, село Виада-Бардяб и город Гудаута. Я сейчас говорю именно об отчетном периоде от конференции до конференции. То есть прошел год, и вот у нас 17 мая прошлого года была конференция, сегодня 22 мая. За этот год было сделано
Восстановлены 4 памятниками силами соотечественников. Глубокое уважение к подвигу ценою в жизнь, сохранение памяти для будущих поколений – главная цель таких мероприятий. Победа в Великой Отечественной войне – это страница, которая вписана в историю человечества вместе со своими героями. Айлита Арутюнян, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В Агу подвели итоги Олимпиады для школьников «Путь к вершинам-2025». В этом году она проводилась по 12 профильным предметам. Всего в Олимпиаде приняли участие более 450 человек. Победителями стали 26 выпускников, 15 серебряными призерами, 12 бронзовыми. 89 абитуриентов показали хорошие знания по профильным предметам и рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. На сцене филармонии ярко завершился гастрольный тур по Абхазии эстрадно-фольклорного ансамбля «Мырзакан». Концерты коллектива, пропитанные духом древних традиций и современным звучанием, с успехом прошли в городах и районах страны. С солистами ансамбля «Мырзакан» выступили и приглашенные артисты абхазской эстрады. Репортаж Гундышова. Молодой ансамбль «Мырзакан», но уже всем полюбившийся, был создан в 2024 году по инициативе Ираклия Джумутия. Практически все артисты ансамбля – выпускники Государственного училища культуры и музучилища имени Чичпа. Помимо народного творчества в коллективе представлена абхазская эстрада. Гастрольный тур по республике стал ярким событием в культурной жизни, собрав поклонников и укрепив позиции ансамбля как одного из ведущих коллективов в своем жанре. Наш гастрольный тур проходил во всех городах Республики Абхазия. Мы везде были очень тепло приняты с нашей программой. Это специально поставленная программа на наш гастрольный тур. В основном программа состоит из танцев народов Кавказа, песен народных, а также еще и эстрадных песен. Ну, в основном 90% это все на абхазском языке. Абхерца, Аюма, Аджерпен, солисты ансамбля «Мырзакан» играют на этих и многих других абхазских народных инструментах, а их номера посвящены любимой Апсне. Здесь собрались талантливые танцоры, инструменталисты, в общем артисты по разным музыкальным направлениям со всего Галского района. В таком коллективе выступать большая честь, конечно же, потому что ребята просто все, они очень талантливые, и выступать с этими ребятами на одной сцене – это просто большая честь. От концерта просто безупречные эмоции, хотя это всегда так. Сегодня у нас было 18 номеров, из них несколько народные танцы, а также эстрадные композиции. Турне стало настоящим праздником для ценителей национального искусства. Зрители разных возрастов с восторгом принимали каждый номер программы, будь то зажигательные танцы, проникновенные песни или виртуозное исполнение инструментальных композиций. Я танцами занимаюсь уже 15 лет. Для меня танцы – это, можно сказать, все. Я всегда нахожусь в зале, всегда занимаюсь. В основном у меня нет свободного времени, я всегда нахожусь в зале. Конечно, мы друг друга считаем семьей, потому что находимся постоянно вместе. Мы как одна целая. Особый колорит завершающему концерту придало участие приглашенных звезд абхазской эстрады. Их совместные выступления с ансамблем «Мырзакан» стали ярким примером творческого сотрудничества и взаимообогащения. Знакомые голоса и новые аранжировки любимых песен вызвали бурю оваций в зрительном зале. Насладиться звучанием «Мырзакана» пришли не только местные жители, а также гости столицы. Зрители отмечали высокий профессионализм музыкантов, яркие костюмы и зажигательную атмосферу каждого выступления. Моя мечта сбылась. Вот я приехала на 2 недели покушать кухню, концерт. Для меня это концерт был, я не знаю, я не передам словами. Я плакала. И когда девочка танцевала с парнем, вот он такой прям вообще... И вот это больше всего. А так все хорошо, все и песни, и танцы.
ну я не знаю, я вообще не передам. Я гуляла по городу и подошла к филармонии и увидела. Это было где-то неделю назад, и я ждала. И сегодня пришла билеты купить, сказали, вообще бесплатно. Это вообще подарок. Это очень понравилось. Спасибо. Ансамбль «Марзакан» планирует и в дальнейшем активно гастролировать по стране и за ее пределами, знакомя мир с самобытным искусством абхазского народа. Впереди новые творческие проекты и города, готовые открыть для себя красоту абхазской культуры. Кунда Шоуа, Амра Зарандия, Ахра Амичпа, абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 23, 24 и 25 мая в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшекушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.